обращаясь к нашим руководителям, нашим общественным организациям и так далее, надо создать Карачаево-Балкарский культурно-просветительский центр. Так, этот культурно-просветительский центр, куда мы могли бы прийти, сектор там историки, сектор там языковеды, которые обсуждаем, вот как сегодня делаем, обсуждаем эти проблемы в этих секторах и начинаем пробивать это на уровне правительства, на уровне там, других этих органов и так далее. Вот я восхищаюсь, вот когда я смотрю вот этот маленький ансамбль Арча, сколько они... Крым-Шамхаловское чтение каждый год высказывается очень много злободневных, насущных проблем, касающихся развития карачаево-балкарской культуры. Это крик души каждого из нас, неравнодушных к этой проблеме. Но говоря об этом, все, конечно же, все, что было сказано, все в тему, и все действительно проблемы, освещает те проблемы, которые на самом деле есть. Но не хотелось бы видеть все только в таких серых тонах. У нас на самом деле не совсем прозвучала мысль о том, что сегодняшнее поколение, допустим, фактически можно считать потерянным. Да? Такие категоричные. Конечно, можно метафорически можно принять это потерянное поколение, но я не совсем, да, отчасти только разделяю такие высказывания. Действительно, у нас делается многое, и подтверждением этого является то, что наше сегодняшнее мероприятие уже стало традицией 3 года назад. Я надеюсь, что эта традиция продолжится. Мы говорим об этом. Это уже неплохо. Да. Есть научно-исследовательский институт Карачаевский, возрожден. Хотелось бы лучше, хотелось бы в других условиях, хотелось бы, чтобы общественная поддержка, государственная поддержка была, но уже что-то делается. Есть группа, инициативная группа. Что-то делается, и помимо этого научно-исследовательского института делается и в науке, и в творческих каких-то центрах делается. В университете, Карачаевском государственном университете, там тоже предоставлена площадка на различные такие темы, дискуссии, конференции, это тоже публикуется. Есть у нас замечательный фонд Карачаево-Черкесская, поддержка Карачаево-Черкесской молодежи Эльбрусовит, который, вы знаете, просто невозможно переоценить его работу. Есть конкретные результаты. Если мы говорим о том, что теряется наша культура, действительно она теряется, это объективный процесс, и мы обязаны все бороться с этим. Но говорить о том, что сейчас настолько сильно теряется, не сравнить с предыдущим поколением, да, сейчас мы говорим, есть наркомания, есть табакокурение, алкоголизм, ругаются и так далее. А если мы провели такое небольшое исследование, сколько раз было курящих, соотношение курящих 30 лет назад, уважаемое поколение, которое было молодежью, студентами, 30 лет назад и сегодняшнее. Знаете, почти в 3 раза сегодня меньше курящих. Нет, с этим тоже не согласен. Не совсем так проводим, да? Да, наркотизация есть, но это тоже не идет такими темпами. Скорее идет на убыль. Я надеюсь, что если мы, конечно же, не будем вот этот разрыв, межпоколенческий разрыв, а разрыв всегда был. В глиняных табличках 3-го тысячелетия до нашей эры написано: куда же идет наша молодежь? Что будет через 50 лет с нашей культурой? Что станет? Наша молодежь не слушается наших старших. Никакая культура, никакие обычаи, ни традиции не соблюдает наша молодежь. Это извечная проблема. Конечно же, то, что я сказал, не должно быть основанием для самоуспокоения. Мы обязаны, если мы считаем себя активной частью нашего общества, мы обязаны бороться, стараться, и надеюсь, что какие-то зерна, в том числе и того, что вы здесь общим усилием посеяли, даст хорошие всходы. И наша культура не только через 30 лет, и 40, 50, и 500 лет будет процветать, развиваться. Благодаря таким людям, как Ислам Крым-Шамхалов, благодаря таким, как Жельский Степан. Спасибо большое. Да? Ben bir kesit uzlaşıcıyla kızartması değil mi? Ben uçaklasına bir katılma kadar diyeceğim. Benim temir büyük çalıştırıp. Bu 10 kez
Начиная с заглавия до музея и так далее. Demek İslam'ın işlevi. Газета vardı, gazetede Внимание! Уважаемая аудитория! Расписание. Переходим, как сказал Султан Абдукирович, к приятной части нашего мероприятия. Приятная часть связана с подведением итогов прошлого года. И, как мы сказали, присуждается медаль Шамхалова Ислама по 5 номинациям: наука, искусство, литература, экономика и общественная деятельность. То есть именно по тем сферам, по тем областям, в которых он себя проявил в жизни. Применяется оскаровский принцип. То есть присуждается за истекший год. Ограничения следующие. Медаль не присуждается а. посмертно, б. за совокупность заслуг и в. повторно. То есть он, раз ставший лауреатом Кружапалским, он становится на всю жизнь. И если вы позволите приступить к этой хорошей, приятной части чествования наших уважаемых коллег, тех, кто отдавал и отдает свои силы, свой талант, свои нервы, свое здоровье тому, чтобы продвинуть нас хотя бы на шаг к духовному обществу, к гражданскому обществу. Тем, кто, может быть, не в достаточной мере был оценен до сей поры, до сего дня, мы надеемся, что наш маленький вклад, ну, безусловно, маленький, и несопоставим с заслугами тех людей, которых мы будем сегодня чествовать. И, подытоживая прошлый год, я хотел бы назвать имя нашего первого за год лауреата Крушамхаловского, того человека, который является уроженцем Северного Кавказа, нашей древней земли. Человек, который родился в селе Стародубовка Буденновского района Ставропольского края и последние четверть века возглавляет один из самых уважаемых, авторитетных музеев Юга России, да и в целом России. Музей, усадьба художника Ярошенко. Человек, который за эти четверть века достиг того, что некоторые мужчины, наверное, не смогли бы и за 2 жизни сделать. Человек, который свой коллектив повел к таким высотам, которые не могли не быть отмечены на высшем уровне, а высший уровень, скажем, коллектив, который возглавляет наш уважаемый лауреат, был золотой пальмой награжден за участие в международной программе партнерства во имя прогресса. Коллектив стал лауреатом Всероссийского конкурса музеев «Окно в Россию», учрежденного газетой «Культура».
этот коллектив получил благодаря деятельности этого человека. Кроме того, сам наш лауреат, уважаемый, он удостоен многих наград и почетных званий, включая заслуженного деятеля культуры России, заслуженного деятеля культуры Северной Осетии. Человек, который получал и получает почетные грамоты и медали правительства как Ставропольского края, так и Российской Федерации, который многократно избирался депутатом своего родного города. Нина Сергеевна, пожалуйста. Нина Сергеевна Ветровная награждается за инициативу проведения и личные заслуги в организации столетнего мемориала Исламбия Крым-Шамхалова на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. Присуждает наш комитет, но вручает по традиции наш старейшина Аксакал историко-культурного общества Аланский Эрмитаж, заслуженный учитель школы Российской Федерации, почетный доктор Карачаевского научно-исследовательского института, действительный член Академии Джанибеков Сосланбек Юнусович. Если можно, я скажу несколько слов, потому что переполнена счастьем, что именно сегодня мы уже перешагнули век. Мы отмечали в прошлом году широко столетие, вы сами понимаете, что это непростой был год для того, чтобы отметить, что никакие века. Рождаются люди на земле, они бессмертны. И вот один из них – Крым-Шамхалов. Вы понимаете, что исторические события сметают иногда то лучшее, что создает человек, потому что он ушел. Но проходит время, и я верю в то справедливые моменты, когда все-таки отдают дань самому благородному, самому замечательному и, самое главное, человеку, который очень болеет за жизнь своего народа, любит свой народ. Крым-Шамхалов для нас это, как сказать, звезда, это путеводитель, как угодно назовите, потому что все его дела очень хорошо записала история. И то, что мы сегодня собрались в этом доме, это просто огромное, огромное счастье. Мы чувствуем, что он с нами, и я думаю, что его дух здесь всегда будет рождать у людей, когда они сюда придут, благородство, любовь к своему народу, к дружбе. Потому что, представьте себе, 19 век, когда впервые они встретились с Ярошенко Николаем Александровичем и в Петербурге, и здесь. И вот эти три человека, Костахи Тагуров, Крым-Шамхалов и Ярошенко, сеяли и сеют сейчас, потому что мы отмечаем. Вот началась наша встреча в этом доме в 1998 году. Это было 100 лет памяти Николая Александровича Ярошенко. Приехали 18 музеев всей страны. Это Государственный русский музей, это Государственная Третьяковская галерея. Они увидели этот край, когда на телевидении сказали, вот Нина Сергеевна говорила нам, не бойтесь, мы поедем, знаете вот эту страшилку, вот приедете на Кавказ и все такое. И когда они увидели этот благодатный край, и когда они увидели этих гостеприимных людей, нельзя не передать, как нас встречали. Сначала мы возлагали цветы у Костахи Тагурова, потом мы приехали сюда, нас просто встречали. Был с нами писатель Гранин Данил Александрович. Несмотря на свой возраст, на это он приехал поклониться Костахе Тагурову, Крым-Шамхалову сюда. И когда мы возвращались от этого, появилась у нас традиция. Каждое 7 июля собираться в доме Николая Александровича Ярошенко, который тоже пережил забвение 50 лет коммунального жилья. И сейчас, вот я хочу пока не сказать, я вас приглашаю обязательно следующее чтение провести в нашем доме. В нашем доме. Да. Пусть этот путь вот будет шире, дорога столбовой, мы будем ходить друг к другу, как говорится, в гости, как они ходили. Они ходили в то время друг к другу не так просто. Вы представляете, с проводниками прийти сюда, обойти, тем более Карачаево-Черкесия переживала такой период, помните, болезней, еще не было такого курорта. А они любили эти горы, писали их. Вот у меня сейчас задача, я увидела, привезла сегодня кусочек Кисловодска, Ольховка, где они тоже встречались. Борис Рамазанович, подарок этому музею. Благодаря тому, что это любимая
любимое место нашего Лермонтова, кто это читал, это Лермонтовский водопад, который расположен рядом с нашим домом. И, естественно, это мы сейчас проводим экскурсии, очень часто туда ездим, даже взяли шефство, потому что сегодня говорили о низкой культуре. Что самое главное? Качество человека. А для того, чтобы качество человека, я рада, что сегодня слышала эти выступления, для этого надо что? Образование и культура. А образование и культура, вот меня окружили такие люди, сегодня я хочу сказать, как вот Борис Рамазанович со мной сегодня приехал, даже, может быть, не приехали из Крым-Шамхаловых, которые мне помогают тоже, а Борис Рамазанович занялся, о современнике сразу скажу, кто продлевает жизнь, потому что я могу сказать, а вы можете не поверить, а вы его увидите сейчас живым. Он определил пути нашей дружбы. Он сказал, вы сейчас услышите, что мы покорили уже Эльбрус, Казбек, но мы самое главное не сделали. Это человеческие отношения, любовь друг к другу. Когда я с ним познакомился, мы были на горе, мы продружились с ним все эти 15 лет. Он всегда бывал у нас. Это был очень, как вам сказать, самые лучшие слова, какие остались в моем сердце. Это высококультурный, умный человек, может быть, продолжение вот и Костафия Дагурова, и Крым-Шамхалова, я не могу. Он очень короткую жизнь, так же, как они ушли, но его след остался в истории. И вот сейчас я очень попрошу кусочек, когда закончу, показать, что он сказал. Мы грустим очень. Вся Россия потеряла его. И потеряла действительно с ним, но мы будем продолжать то, что он сказал. И я думаю, что мы обязательно достигнем. О современниках говорю. Я очень привезла фильм «Человек для любой поры», чтобы вы знали, чтобы у вас были такие друзья. Человек приехал из Череповца за 2000 километров к нам, просто с инфарктом сердца, посетил наш музей, наша встреча. Он сейчас создал фильм. И я еще такого фильма о Крым-Шамхалове не видела. Поэтому, кто из университета, я сейчас подарю фильм, прошу вас, соберите весь ваш коллектив, покажите этот фильм. Когда-то Говорухин мне сказал: Нина Сергеевна, что это документально-художественный фильм такой длинный? А теперь, когда мы отмечаем ее пределами, известен в кругах не только литераторов, к когорте которых он принадлежит, но и широкой общественности, творческой и научной интеллигенции, как принято говорить. Он известен не только своим безупречным авторитетом среди творческой и научной интеллигенции, он известен своим многогранным талантом во всех сферах, в которые прилагал свой труд. Человек, который более 4 десятилетий тому назад начал свою творческую деятельность, перу которому принадлежат 10 сборников поэтических. Человек, который на заре новой России, начала 90-х годов, возглавлял журнал «Миннитау», который буквально отдушиной стал для того поколения интеллигенции нашей национальной, которая не имела возможности выразить свои чувства, свои идеи. Человек, который первым из наших литераторов и литературоведов собрал и издал сборник стихотворений религиозно-философского плана. Человек, который собрал бесценные памятники устного народного творчества Абдуллаха Мустафаевича Бекиева, Абдуллах Мустафаевич Бекиев, сопредседатель Союза писателей Кабардино-Балкарии, награждается за поэтическое мастерство образцового уровня, проявленное в сборнике «Мен сөз айттым, я слово сказал», изданном в 2010 году. Конечно, хочется сказать.
я еще писатель, поэт. Я очень смущаюсь, и мне очень тяжело было и сюда приехать, и выйти сюда, потому что я сознаю, понимаю, есть люди, которые более достойны этой высокой награды, и я счастлив, я горд, что вот, хотя я не заслуживаю, мой скромный труд не заслуживает вот такой высокой оценки. Большое вам спасибо. Здесь сидят люди, которых я восхищаюсь, и которых я очень люблю. Все они более достойны, чем я. И за стенами этого музея. Я первый раз в этом музее, я потрясен такой светлой, хорошей памяти в отношении ислама Шамхалова. Я во многих местах тоже работал, работая в музее, в мемориале жертвам репрессий балкарского народа. И мы пока там сделали такой стенд, какой был народ, как он одевался, как он выглядел, все такое. И фотографии ислам и выдающихся людей, включая балкарского народа. Ислам Шамхалов сразу нами был первым назван. И он сын Карчая, на самом прямом смысле Карчая балкарского народа. Он гордость. И если позволите, на родном языке тоже скажу. Canım kor bolsun, Karaçay desek, Gopurumuzda tuz boladı, Alaşamızda bilgirek boladı, ühtem bolarız. Karaçay, millet, yer başında yoktu. Karaçay halkı, şu bile Karaçay sözlü, teorikte karasa, ulu orus kultura bula. Karaçay kultura, barısla, kimmen қалай сөзле, кімге сіңгенділер, қайда болғандылар, анда айтып тұрады. Мен кітаптарымда да, аман кітапчықта айтыға күрешкенмен, білген аңлағанымы, өзден деген зат, тамата деген зат, қонақ деген зат, қонақшыство деген затлар, ол затлар, ол миллетлері, алай сіңі бол сүйірлер, ол сөзлерді неге алып күрешергерлер, бізден өзденлігі болмағанда, сыйлы қонақшыствасы затылар болмағанда. Көп алай затланы улан дегенде, жігіт деген сөзді барысы да, тамада деген қар затлы анан айтқан заманда. Ала барысы да миллетіні, ана айтқаным бек мұдақ, адамны бек не зат керекті адамға. Не де біздің тұтқан көлібіз сынмағаны, көлібіз биік болғаны. Біз азбыз да 3-4 төліден, ne de 3-4-10 жылдан, 50 жылдан, 10 жылдықтан, 100 жылдықтан қайырып біз жоқ болып, біз десе, адам өлігін білсе, өмірде жашай алмаз еді, бір зат ете алмаз еді. Біз тамда не болдығын білмейміз. Кім білейді ол айтылған Япония, бүгін алай амалсыз болып, кес-кесін ата тұрған заманда өтті дүнияның ақылын, есін биікке шығарған Японияда, алай қиынлық, алай бұшу келік еді деп. Тамда не болдығын бір Аллахтан sonra кіші білмейді. Алай біз milletте тамда не болуғында кіші білмейді. Алай өлірге сүймеген миллетіні бір кіші де бір затты өлтіралық түйілді. Біз қайт десек, барысында бізден проблемаға затлы айтыланлар. Аланың барысында жаланды кесіп зеттері керекпіз. Кішіге шаныға керек түйді. Не құлық жетер, ма бұлайда бұл жашылай еткенші. Қар кім, не зат енді келе тұрған жылда, мен келік ме бері, Аллах айтса, жаным сау жетсе. Не зат еткенме бір жылын ішінде. Мен неткенме Қарачай миллетке, мен Малқар миллетке. Неткенме деп, қаркім сашыттыр. Мен қалқама не қайырым дегендері керек. Мен өктемме, тіл оқына дегенде, тіл әрігім Қарачай мал, Қарачай Ноғай кафедра дегенде. Қарачай Малқар, тіл. Қарачай Малқар Ноғай кафедра керек. Мен анда Қарачай батқа. Башқа тілі де шығарып сөйтерім. Лайпалланы біле алу өмір ұзақ болсын. Bilal jurnalını, beni de getirdiler, jurnalını yaptılar degende, o asalanını kuraydı. Bunun bir nömerinde ekibinde cazadı, soru redaktör azadı. Aytan men atım körsele, o kızıl nemeni, bu ağa körgüsken çalay olup kavallar, çırma öterli, beni getir de başka adamlarını sağ olsun Türk tilge de köçürüldü, İngiliz tilge de köçürüldü, Amerikan prezidentinin bibliotekasına deri istoriyamız aşırıldı. Anayet Hanım Karaçay Malkar tildi gazetini. Karaçay Malkar tilimizde
Endi bulayda. Söylçü bek kuvanamam. Ne azaptan da işlerge kerek. Men bir alamat zat etkenme demeyim. Siz ne alığızda atçot etemin. Men etken milyondan kolman kelgen bir çigin et algan ese bana aytmanız bir alamat zat etkenme demeyim. Her kim de işlerge kerek. Milletke ne zat etkense dep sorgan kerek. Siz ne etkense milletke ana tilin dosta söyleşkenden başka ne bilen jaraysiz. Men bulayda Kazım Hacı bilen Sömenlen Jurç İsmail Hacı. Oldu. Ma bu kartçı okuna birinci kere ma basmalayından olmanga öşünme bir lumaydal takkan çağlaydı. Birinci kere çıkardım bunlar. Garajda. Ma bu simbol Ozgalik'ta nemeli Abdülhalim Ölmezlen Abdülhalim Everest'e canıdan atlandı. Akşonga varsın Karaçay'dan kelip Malkarlılardan canından ese Karaçaylılar aytım kelgenle beri qaytıp tüyse Karaçay'a varız. Allah aytsa kuvançlar. Karaçay götürüp ulu kurmalık etip toy etip olacağını alay sıyın götürüp alay yaşadılar. Kuvançlar gelsin. Ma bu Karaçay malkar degen sözünü Everest töppesine çıkar degenme de kuvanıp alıp ketkendi. Nemege sağlıp plastik etip bulay görüştürse. Tüz dünyanın töppesinde Karaçay malkar. Ana aytlarım bu endamında kolumuzdan kelgen bu gazetini kurap bu gazetlerini İslam diye razı edip İslam dinsiz bir zat da bolmaydı, tilsiz bir zat da bolmaydı. Taza ata babadan kelgen İslam dinini qalay çıkargan kerekdiniz etetleri kerek. Malaylar küçmezden Ruslan bir yemek kelgen jaş Moskvada savcılık görüşken bu gazetini uçurit ettirүүчү. Ala da mından da çıkmay, mında çıkarmayız Moskvada bu Всероссийская газета. Yanda Allah aytsa kesi sonların beri balay çıkardı. Kesi aylanı balay çıkardı han. Millet üçün canım bergen Allah jaştı. Bu zat mamında başka zatlar da var. Alaymında kultur arzın sünnen. Ne zat, ne zat, boş zatlar kim somsay verseniz zatını var. Halkımızda ne zat işlese de ol zatlarını çıkarıp durğanlay murat var. Kayıt dep javan da biz ervetip çıkarız. Продолжаем нашу праздничную такую встречу, наше праздничное радостное мероприятие. Я хотел бы, с вашего позволения, пригласить сюда человека, который сочетает в себе, я бы не сказал противоречивые какие-то черты, я бы сказал бы такие контрастные сферы деятельности, которые очень трудно сейчас совместить, но которые он удачно, весьма удачно совмещает. Это человек, который прошел большой путь, как принято сейчас говорить, профессиональной, служебной карьеры, от ученика токаря и до республиканского министра. Человек, который несколько десятилетий отдавал свой талант, свои способности, свои годы хозяйственному развитию нашей республики, который после советской власти создавал новые рабочие места, который, казалось бы, хозяйственник до мозга костей, но в то же время личность, которая обладает далеко не мышлением только хозяйственника. В нем очень сильна струя гуманитарной идеи, гуманитарного настроя, благодаря чему он не только Гербеков. Гербеков награждается за научное проектирование, организацию и проведение первой в новейшей истории пофамильной переписи Карачая, систематизацию и обнародование ее результатов в 2010 году. Я начал подсчет, вообще-то, когда все время ходил, первое, что я в себя ощутил, я всегда считаю, сколько ступенек, сколько человек присутствовало, и так далее, и так далее. А первый раз, обратил внимание, в
деревне, где я живу, мы угловой дом. И пришлось посчитать 2 улицы. Сколько неженатых и сколько незамужних за 30 лет. Значит, было мужиков 39, женщин 43. И все под 40. Думаю, почему так? Вот потом подумал, почему вот каждый карачаевец отдельно взятый, он вообще, я и в горячих точках видел наших моих соплеменников, и в спокойной обстановке. Персонально каждый человек, вот каждый моей национальности, они очень дерзкие, умные, вообще талантливые люди, симпатичные. А когда вместе собираемся, как-то вот это все тает. И мы вместо того, чтобы вот столько энергетики вместе собравшись, должно как бы получиться плюс, и должно мощное какое-то создаться. Получается, наоборот, какая-то аморфная сила, и слабость начинает видеться, когда несколько умных людей собираются, талантливых людей вместе. Получается, вот как у Крылова, лебедь, рак и шука. Думаю, с чем это связано? Какие фамилии вот, больше таких выдающихся людей дали? Где... Сидит человек, который, пожалуй, является первым и пока что, наверное, единственным ученым-этнографом, который касался очень болезненной и в наши дни проблемы. Проблема касалась народных ремесел. Проблема касалась прикладного искусства карачаево-балкарского народа. Из его выводов, из его материалов, которые были, как принято говорить, пущены в научный оборот, складывается та картина нашего прошлого, материальной культуры, которой пользуются практически все специалисты, и историки, и искусствоведы, и представители других смежных дисциплин. Здесь имеется в виду работа нашего коллеги Ибрагима Магомедовича Шаманова. Так вот, те вопросы, которые он поднимал, они долго не могли получить достойного отклика в нашей общественности. Одно дело написать книгу, каждый из нас способен, пожалуй, написать книгу более или менее толковую. Но здесь речь идет о сохранении, возрождении, даже можно в смысле этого слова сказать о консервации того наилучшего, что достигали наши предки своими руками, своим глазомером, своим воображением. Речь идет о тех людях, которые прикладное значение искусства внедряют в народ и придают этому народу и то, что называется этническим обликом. Последние 30 с лишним лет этой благородной работой занимается наш следующий лауреат. Человек, который участвует в выставках последние четверть века, участвует и в региональных, и в зональных, и во всероссийских выставках. А из числа мастеров прикладного искусства, из числа мастеров, оружейников и кузнецов, он из числа, значит, из представителей нашего народа явился первым, кто принял участие, был представлен в международной выставке. Человек, который возле себя собрал когорту очень толковых, талантливых ребят. И человек, благодаря которому мы можем быть более-менее спокойны, что в оружейном деле, в сохранении традиции оружейного дела у нас есть достойный мастер. Речь идет о человеке, который не только является народным мастером на уровне Российской Федерации, не только имел награды, не только является членом Союза художников России, но человек, который является нашей надеждой. Хамзат Таибович Бачиев. Хамзат
Таибович Бачиев награждается как первый карачаево-балканский мастер прикладного искусства, кузнечное и оружейное дело, участвующий в выставке международного уровня. Выставка мастеров тюркских народов 2010 год. Украшает их прекрасными, изумительными элементами национального декора, по которым любой знаток оружия может вычислить, выяснить, выявить и обосновать принадлежность этого инструмента, этого оружия к рукам мастера из нашего народа. Abdullah kenti adamlarımızın hayırından bugün biz varımızda şükür Allah'a. Allah adamla sakla, Allah milleti bugün de millet barda ama korumayı değil. Biz kurlaşıyla millette olmayan zatla adam kesini başına keltire olmaydı. Allah mutala, Allah şey Allah görürsün. Kulağını bırak Allah korusun Allah. Halkında bulmayanlar da metalmaydı. Biz de kurlaşıyla sağlıkta bulmayanlar. Uzak ömürlü oluruz. Allah'tan kulağınız bunu bırakalım, Allah korusun. Uzak ömürlü oluruz. Он в течение всех 5 лет обучения был капитаном по сборной края по греко-римской борьбе. Впоследствии, уже повзрослев, он стал тренером. Из последних его достижений это его воспитанник только что в этом году вернулся в звании чемпиона России по дзюдо. А что касается профессионально, в смысле хозяйственного плана, то его заслуга прежде всего в той сфере, которая опять же относится к череде наших болезненнейших проблем. Речь идет о сохранении тех навыков, которые наши предки нас приучивали на протяжении всего времени существования нашего народа. Речь идет о той сфере, где навыки, достигнутые нашими предками, остаются непревзойденными и по сей день многими специализированными хозяйственными организациями в сфере животноводства. Потому что вывести новую породу. Мастер спорта Советского Союза, заслуженный строитель Карачаево-Черкесской Республики. Оливер Мухтарович Урусов награждается за приоритет в развитии племенного козоводства Карачая и Балкарии, его хозяйственной организации, трижды подряд удостоены высшей оценки всероссийских сельскохозяйственных выставок 2008, 2009, 2010 золотые медали. Спасибо. Поначалу это был источник, так скажем, положительных эмоций. Но потом, когда мы стали победителями 3 подряд всероссийских выставок, нами заинтересовались большие ученые, академики московские. Теперь мы под их руководством, непосредственно под руководством академика Российской сельхозакадемии Багира Кугара Алиевича это дело ведем на научной основе, так скажем. Да? Мы заявлены на следующий год на Зеленую неделю, Всемирную выставку в Берлине, если Россия в этом году вступит в ВТО. А так в России животных не пускают на Всемирную выставку. И благодаря Роснефти, нашим друзьям-борцам, которые там в Сочи, мы заявлены на Олимпийские игры в 2014 году. Так что вот телевидению участников там, наверное, не будет от Карачаево-Черкесии.
Но наши животные там заявлены, Аллах хотя встретит. Обязательно, обязательно. Я по одному слову скажу. Хорошо, обязательно. Всех вместе. Такие орлы Но стоят с ними рядом. бұрын заманда Карачай миллет, Карачай ешкіле болған. Алаңы қашта сүріп, тауға шығарып, жұғытырла айланған жерде ала бұла қошқан екен. Сағатта наука ұлы алына кеткенді, ал eski чөт саналмайды. Сағатта чөнүйле искусственное осенение етіп, мы получили положительные результаты. Есть, в общем, 3-4 жылдан саны миңге жетсе, жаңы ечкілені айтқаларына көрі. Москвадан академиклі. Можно ставить вопрос в том, что выведена новая порода коз, может быть, карачаевская. Я служу многонациональной российской культуре и очень рада, что родилась именно здесь, там, где столько национальностей, столько красивых людей с разными душами, с душами. Какими странными. Да, бабки мои дорогие, я уже волнуюсь. Спасибо вам. Это память будет. Я вас обязательно повторяю, возглавляет университет. Пожалуйста, возьмите. Да? Покажите этот фильм. Не этот, что я только показываю, а большой, замечательный фильм, созданный Луниным. Так, дорогие товарищи, уважаемые друзья, позвольте мне от имени оргкомитета, если так назовем, горячо и сердечно поздравить всех наших сегодняшних лауреатов, пожелать им доброго здоровья, счастья, благополучия и больших творческих успехов. Поскольку здесь присутствует Нина Сергеевна, директор музея имени Ярошенко, я хотел бы озвучить несколько строк из стихотворения, посвященного Ярошенко. В аулах седых Карачая, в ущельях, где холод и мрак, с кавказцами зори встречая, он был их желанный кунак. Художник Ислам Крымшамхалов, поэт Гетагуров Коста, их сблизили с ними перевалы, сроднила их гор красота. Не зря его горцы любили, в нем щедрую душу ценя, и сборку ему подарили в знак дружбы красавца коня.